Перевод Аланхо насчитывает несколько столетий, но все переводы, которые были сделаны с 1840-х годов, середины XIX века, они представляют собой в основном какой-то вот такой якутский пример септуагинты, то есть это очень близкое переложение якутского оригинала, это преобладание транслитерации в именах собственных, в реалиях, и поэтому в определенном смысле эти переводы не очень читабельны. Я обратила на это внимание еще давно, читая также научные труды по якутскому героическому эпосу Аланхо, и пришла к выводу, что якутские имена собственные, которые написаны в русском академическом тексте, собственно говоря, на якутский манер, они, конечно, мало добавляют понимания и привлекательности тексту. Что говорить о переводе Аланхо как таком коммуникативном переводе, чтобы он привлек читателя иноязычного, далекого от якутской культуры, чтобы этот читатель увлекся приключениями героев, персонажей этого эпоса, это, конечно, был вопрос. Я задумалась над этим где-то уже в 2000-х годах. Мою идею вообще-то не одобрили мои знакомые, ученые. Но, как и всех моих предков, меня отличает определенное упрямство и целеустремленность. И прежде чем приступить к переводу Аланхо с якутского языка на английский, мне пришлось, конечно, много очень подумать, разработать концепцию перевода и посмотреть выполненные раньше переводы. Конечно, в первую очередь я посмотрела перевод Державина, поскольку я исходила из того, что каркас Аланхо составляют приключения, сюжет, то наверняка ничего особенного там не произойдет, если мы перескажем сюжет Аланхо с русского на английский. Мне было очень интересно читать. Я обнаружила, что так же, как и в эпосе Толкина, якутские герои вдруг стали русскими витязями, девушки Абага стали вдруг девками. Ну и как-то вот социальный статус их вроде бы из-за этого снижается, хотя они дочери каких-то высокопоставленных демонов. Ну и в целом, когда я стала сравнивать якутский текст с переводом Державина, безусловно, очень яркого и выразительного, то я обнаружила, что Державин просто пропускал целыми строчками. Вот. Он абсолютно это никак не обосновывал. Ну, скажем, если в тексте идет 8 строчек, он переводит в якутском тексте 8, то он переводит 4 строчки. Меня это тоже очень удивило. Вот. Также меня удивило то, что ни одно из изданий Аланхо не сопровождается комментариями, я имею в виду построчными, постраничными ссылками, сносками и прочими комментариями. Единственное, что комментарии даются к державинскому переводу, ну и к переводу Скрыбыкина, по-моему. Это был чуть ли не единственный перевод первой песни Аланхо Платона Алексеевича Аюнского «Джуру Нюргунботру» на английский язык, который был издан в Вестнике Республиканского колледжа. И там немножко автор перевода, значит, написал комментарий. Но явно этого недостаточно, потому что мы представляем этот большой, крупный литературный памятник устного народного творчества иноязычному читательской аудитории. И, конечно, мы должны разъяснить как следует все непонятные предметы быта, их названия, ну и прочие другие какие-то национально-специфические особенности. Поэтому наш перевод, он как раз начинается с того, что идет глоссарий некоторых, такой избранный глоссарий некоторых особо сложных понятий. Каждая страница содержит сноски, и, в общем, у нас достаточно объемный такой разъяснительный идет комментарий.
А с какими трудностями обычно сталкивается переводчик вообще любого текста, тем более такого этнического текста? Во-первых, это трудности, связанные с языковой компетентностью, с культурной, с переводческой компетентностью. То есть переводчик должен быть достаточно опытным, он должен хорошо знать оба языка, он должен хорошо знать обе культуры и иметь достаточный опыт перевода. Кроме того, на переводчика оказывают давление, разумеется, издатели, потому что в основном сейчас именно издатели, а не политика партии, играют основную роль, потому что именно они занимаются дистрибуцией исходного продукта, и они заинтересованы в том, чтобы продукт этот был максимально привлекательным. Разумеется, мои идеи о том, чтобы сделать якутские имена собственные, названия различных национально-специфических компонентов наиболее удобными для произношения англоязычному читателю, встретили одобрение со стороны английского издательства. И наши редакторы, кстати, все выпускники Оксфорда, такие вот опытные филологи, они, конечно, пошли в этом плане навстречу. Однако в якутском языке не только имена собственные представляют сложность, а сложности начинаются уже с фонетического уровня, потому что в якутском языке у нас есть 4 дифтонга. Слава богу, что в английском языке есть дифтонги. Однако они отличаются по своей структуре друг от друга. Дело в том, что каждый дифтонг состоит из сильного компонента ядра и слабого компонента глайда. Вот так якутские и английские дифтонги, к сожалению, не совпадают. В якутском дифтонге сильное ядро находится в конце, а в английском в начале. Из-за этого такое несовпадение. Я решила эти дифтонги передавать одной фонемой, одной буквой. Вот, и я подумала, что так, наверное, лучше, потому что даже из моего личного жизненного опыта, когда я сталкивалась с тем, как русскоязычные люди произносят якутские слова как «ысаах», и в русском языке же нет дифтонга, поэтому они прочитывают буквально каждый компонент вместо «ыс-ыгэх». Или вместо «манетах» произносится как «манектах». Как-то это мне было не очень просто даже на слух воспринимать. И я просто решила приблизить прочтение имен собственных на фонетическом уровне именно к речи получателей. В данном случае к английской речи. Мне кажется, получился довольно интересный опыт. Может быть, он будет где-то подхвачен. Во всяком случае, в тех переводах халанху, которые мы сейчас осуществляем, это серия региональных халанху под редакцией доктора и профессора Илларионова из СВФУ, также идет та же самая традиция, то есть имена должны быть удобопроизносимы. Вместе с тем они не должны искажаться, то есть специфика национальная сохраняется. Что еще? Конечно, лексические проблемы составляют большую трудность, потому что часто бывает, что некое название отсутствует в другом языке. Разумеется, это могут быть названия каких-то единиц измерения, каких-то я не знаю, продуктов, нет, не продуктов питания, название какой-то еды, блюд, вернее. Это, возможно, название родственников, их наименование. И вообще эта родственная иерархия, она, конечно, может отличаться, и многие другие моменты. Но здесь я просто хочу рассказать вам о переводе такого очень частотного определения барахсан, которое достаточно часто, и это пошло уже из XVIII века, переводилось как бедненький. Бедный, бедненький, несчастный. И когда переводишь, видишь это барахсан по отношению к Туяр Мако, это одна из героинь эпоса,
то, конечно, она дочь самых богатых родителей в среднем мире. Она не может быть бедненькой, она красивая, добрая, умница. Разумеется, вот этот Барахсан я заменила на Dear, darling, то есть милая, дорогая, любимая, beloved. И это, конечно, была такая справедливая замена. Кроме того, существуют, как я уже сказала, прагматические проблемы, которые мы, надеюсь, сняли с помощью комментариев. Скажем, описание сироты, Ротулаях, Эрейдах-Буруйдах. Эрейдах-Буруйдах, это парное слово, против которого выступили наши издатели британские. Они сказали, такого явления нет в английском языке, значит, вы должны отказаться от этого и перевести только один компонент. И у нас это Эрейдах-Буруйдах, он переводился, как только он не переводился, то есть даже он перевелся как The Miserable. Как раз к тому времени вышел фильм The Miserable, то есть очередной ремейк романа Гюго. И в целом, конечно, перевод Алан Хо доставил как много треволнений, так и много радости, потому что приятно осознавать, что сейчас якутский героический эпос стал доступен широкой читательской аудитории во всем мире. В данное время его можно найти во всех крупных библиотеках мира.